7 часов утра. Вышел на охоту. Что-то думал, куда идти. Думаю, пока охота открыта, пойду с ружьем погуляю. Вон как переменчивая погода. Вчера почти шел дождь. Сегодня, видишь, с утра было -8. В принципе, это нормально. Лучше даже, чем сырая погода. По ходу буду снимать, где что. Вот кусок делянки, нетронутый лес. Не знаю, сколько тут, наверное, кубов 500, может 1000. Молодняк, может, из этого еще стоят. Не вырубили. Сегодня солнце на улице. Так приятно ходить. Ну, хотел показать, по каким лесам хожу я. Такой сосновый лес. Уже запах весны чувствуется. Временами птицы в некоторых местах поют. И вообще становится интересно ходить к весне в лесу. Вон вчера было тепло, сегодня мороз. И сегодня вообще температура 5 только проваливаешься. Это из-за того, что снег уже уплотняется, становится легче ходить. Но если на буране, конечно, еще не сможешь проехать. Без прицепа кое-как, а с прицепом проваливается буран. Вот так и ходим. Но, к сожалению, ничего нету. Одного рябчика только видел. На елке, оказывается, сидел он. И улетел. Все, больше ничего. Вот тут переход выдры. Здесь выдра он пробежала. Вот там речка. И буквально между двумя речками такой поворот вот получается. И выдра в многих местах эти повороты идет напрямик. И вот следы. Такие прыжки у него. И ширина такая, сантиметров 20, наверное, шириной, а между следами, ну, полметра. Не знаю, она по какому, не знаю, какой размер потом получится у выдры. Молодой или уже. Вот там речка. И там речка. И вот следы. Переход выдры. Вон как ломаются деревья под тяжестью снега. Вот елка сломалась. Сегодня ночью ветер был. И снег еще там почти таял. И под этим тяжестью снега вот ломаются деревья так. Падают. Иду по просеке. Осталось еще до избушки 6 километров. Уже где-то время 1 час. 2 рябчика видел за целый день. Ни одного следа, ни зайца, ничего. Вот одна выдра там. Старые следы. Целый день ходил по таким соснякам, думал увидеть глухарей или еще какое-нибудь
дичь, но, к сожалению, ничего нету. Но сегодня ясно. Чуть-чуть мороз. Сейчас, наверное, -7 где-то. Сейчас здесь посижу, отдохну маленько. Отдохну немножко и дальше пойду. Но сейчас уже в сторону избушки дорога. Прям на глазах вон береза еще шатается. Вот елка на глазах прям выпала, сломался. Такой хруст был. Вон отсюда. Буквально каких-то 10 секунд не успел включить видеокамеру. А день сегодня не день, а сказка какая-то. Так приятно ходить. Ветер чуть-чуть где-то слышно. Вот. Такая тихая погода. Безоблачная. Облака вообще нету. И гул такой где-то вдали слышен. Очень-очень далеко. Гул ветра. Аккумулятор скоро уже сядет. Карта памяти. Что-то маловато. Вот здесь старая лыжня. Кто-то тоже ходил, бродил вон. И здесь уже средний столб квартальный. Не квартальный, а средний столб. Или средний... О! Рябчик. Блин. Не успел заснять. Вот тут где-то сидела. Не знаю, на видео. Шум крыльев должны слышать. Если одеть наушники, наверное. Но самого заснять как-то не успел. Ну, здесь елки. Елки. Сосняк. Мелкие деревья. Очень крупные. Вот средний визир. Через каждый километр вставляют средние визира. Вон туда. Лыжня там тоже ходит. Кто-то прошел. А мы по квартальной дальше пойдем. Еще с километр. И в избушку на юг пойдем. Там еще остается километра 3. Ну вот, считай. Километра 4 надо еще пройти. Нормально по такому снегу и в такую погоду можно ходить. Снег держит. Такой не наш, а уже все снег уплотнился. Верхний слой, между прочим. Верхний слой. Внизу там уже как я не знаю, как там нижний слой, как пшено, зернистый снег. И вот если на буране не проехать по целине. Встретился очередной след. Не знаю, чьи это следы. Это, наверное, росомаха. Что-то незнакомые следы. Первый раз. Не понимаю. Широкие какие-то. Прыжки так не очень. Ну, как собака в длину. Прыжок получается. Может, чуть меньше. Следы параллельно так. Ровно так идут, бегут.
ровно идут. Короче, незнакомые следы побежали на север. Вот сюда, с южной стороны. Свежие. Широкие такие пальцы, так, ну, наверное, росомаха. Что-то похоже на росомаху. Может, и ошибаюсь, не знаю. О, красота какая, блин. Солнце сегодня светит ярко. Дошли до квартального столба. Вон как выглядит в этом году. В снегу. Вот просека. Метр 30 столб. Метр 30. Считай, глубина снега метр. Метр глубина снега в этом году. Столб метр 30. А если километров 8 в север пойти, там, я уверен, ровень будет. Снег со столбом. Ну вот, остается 3 километра еще. О, столбик. Ну, пойдем прямо на юг. Еще 3 километра. Здесь одни елки. Сосня прошли. Там еще будет волотистое место, там сосняк. Все уже в избушке. Время 2:15. Только что пришел. Начал суп греть. Начал греть суп. Покушать, отдохнуть и снег убрать с крыши. Ну, проходит второй день. Уже закипает чай, полчайника там. Суп поели, сейчас чай попьем. И что я увидел, вот в ящике с прошлого раза, недавно здесь рыбаки были или охотники. Пол лимона оставили. Запах свежий, даже сок выходит. Сейчас будем пить чай с лимоном. Все, и чай оставили, соду я привозил, там сухое молоко, пшено, спички, лекарства. Все есть, все я оставляю. Вдруг у кого там зуб заболит или же еще какие болезни, лавровый лист там, бич-пакет оставил, полпачки макарона, все есть. На одну ночь продукты я всегда оставляю. Вдруг охотник придет, а там ничего в рюкзаке нету. Вон чай покипел, все, включая. Вот такая горелка. Компактная. Все, выключили. Так, на улице сколько там? 4,5 градуса минус. Минус 4,5, 5 чуть-чуть нету. Я думал около 8 градусов, оказывается. И 5 нету. Все, будем чай пить. Вот, срезал
Лимон. Лимон совсем свежий. Видимо, недавно здесь приходили охотники. Буду пить чай с лимоном, а это выброшу. Немножко подсохло там сверху. Выкидываем. Все, чай с лимоном будем. Чай с лимоном будем пить. Сам мне подумал, что надо брать лимон. В принципе, лимон, если на дольки резать дома и майонезную банку маленькую 250 граммовую или сколько-то, ну, какую-нибудь посуду на дольки режешь и с песком туда ложишь, и сок там получается лимон чай пить, дольше хранится. Но вкус, конечно, уже другой. Это видно, что лимон немножко уже рос был, и лимон, наверное, замерз. Вкус другой. Чуть-чуть не то. Но пить можно. Ух, так устал сегодня ходить. Ну, прилично километров, не знаю, сколько там прошел. Навигатор мало где включал так. В основном по просеке ходил. И из-за этого не включал. Камера спотела. Ни хрена не видно. Вот название моей горелки. Так, Комфорт Фактор. Что-то такое. И газ обычный. Баллон. Чайник буквально за 10 минут закипел. Не могу насладиться. Ладно. Пока на 4-5 выпью и полежу. Успокоиться надо. Устал немножко чуть-чуть. Пришел с охоты. И вот такая наледь. Под ноги накапливается. Лед такой. И каждый раз, когда идешь, вот надо убирать, там, выбивать чем-то. Прикладом, оружие, палкой. Вон. Хоть и покрышка вон как надутая, ну, пружинит, не должно вот здесь прилипать ничего. Вон тут тоже то же самое. Видел? Но все равно лед становится тут. И вот здесь. Если в валенках ходить, вообще гибель. Валенки за одну ходку можно убить. Быстро износится он. Вот такой лед. Все сегодня примерзло. Сейчас уже вечер. Холодает. Вот немножко уже осталась третья часть. Избушка как берлога становится. Вот столько снега на трубе видел. Ровно метр, не меньше. Может чуть-чуть больше даже. И завтра докончу. Сегодня еще надо варить, жарить, варить. Готовиться к завтрашнему дню. Погода не меняется. Также безоблачно.
Немножко гудит лес. Хрустит. Хрустят деревья. Да. Берлога. Высота 2,5 метра, наверное, избушки. И вровень с крышей уже снега. Накидал сюда. И на этом, на амбаре тоже. Также. Но амбар, в принципе, крепкая крыша там. Там можно и не убирать. Выдержит. На бане тоже. На бане крыша там тоже 50-ка. Самодельные доски. Здесь рубил. Тоже выдержит. Ничего страшного. А здесь надо обязательно убирать. Варим суп. Сегодня будем варить суп. Тушенка, говядина, первый сорт. Что мы видим? Лед. Видим мы лед. Все замерзло. И там мясо. Или что-то в этом роде. Дичи нету, чтоб суп варить из дичей. Будем варить из тушенки и коротать вечер. Вон. Айширские, наверное. Айширские бычки. Так. Тут у нас картошку уже закинул туда. Еще тушенку. И больше ничего добавлять не буду. Чай еще закипел. Чай закипел. Суп будет вариться. Поужинаем. Поужинаем и спать. Время 5:30. На улице сколько там? 7 градусов. -7. Освещение, конечно, не ахти. Вот такая тушенка. Хрен его знает, из чего он сделан. Где мясо тоже не вижу. Ну да, ничего. Главное, вкус сделает супа. Можно, конечно, туда закинуть еще какую-нибудь приправу. Так, посолить. Угу. Для вкуса еще вот такой кнор туда добавим. И пусть будет говядина с курицей.
Вот еще вот такой суп куриный с говядиной. Ай. Все, суп готов. Суп почти готов. Конечно, темно сегодня в избушке. У меня что-то станция заводится и неровно работает, моментально глохнет. Не знаю, что с ним. Свечи меняю, но ничего не меняется. Потом заливает. Хрен его знает, что с ним. Все. Не знаю, что за мясо. Все плавает наверху, как поплавки. Пенопласт. Соя. Это, наверное, все соевые продукты. Плавает. Все наверху. Мясо, оно тяжелое, должно тонуть. А это непонятно что. Все, суп готов. Вон, поплавки такие плавают. Считается это мясо говядины. С чем сравнить не знаю. Где тут мясо? Боже, боже. Что за продукт это? Да. Наше поколение хоть натуральное еще видели. 80-е года. 90-е до 90-х. А сейчас уже все. Настоящих продуктов ничего не осталось. Соевые все. Ну вот, это считается уже ужин. Сегодня сколько? Если по времени я где-то в 7 часов, раньше 7 даже вышел. И после 2 дошел до избушки. Прошел 7 часов с перекурами. 7 часов. Скажем, я 2 километра в час не спеша так прошел. Километров 14-15 я сегодня круг такой сделал. Нормально. Ну на этом все. Всем приятного аппетита. Карта памяти уже кончается. Там несколько процентов осталось. Все заполнено уже. На этом буду, наверное, заканчивать сегодня. Вторую ночь буду ночевать в избушке. Завтра не знаю. Может на рыбалку или еще куда. На этом все. Вечер 3-го дня. 3-е сутки уже в лесу. Наконец-то закончил уборкой снега с крыши. Покатались немножко на буране. Вот заготовки. Заготовочки делаю. Топорище буду делать. Это заготовки из березы. Ходил сегодня на рыбалку. Все, рыба не клюет вообще. Погода меняется. Вчера все было ясно целый день. Сегодня вон как пасмурно становится вечером. После обеда еще солнце. Солнце еще было после обеда. Сейчас уже все. Сегодня ничего не снимал. Батарейка уже скоро сядет.
И станция, как назло, не работает. Чемпион. Все хорошо работало. Не знаю почему. Заводишь, поработает и такой вспышкой, такие вспышки дает и глохнет. Непонятно, что с ним. Надо домой отвезти, посмотреть там. Сочи не оставлял. Думал, пригодится. И нечем заряжать батарейки от фотоаппарата. Завтра уже, если буду снимать, то на мобильный телефон. А как он будет снимать, непонятно. Еще ни разу не снимал. Что там будет. Вон сколько снега. Ровень с избушкой. Ну вот, и все. Вот здесь я сегодня ездил. Буран, в принципе, не проваливается. Но если по второму разу по этой буранице ехать и думаю, с прицепом, ну, как-то он снизу снег рыхлый и проваливается. Когда заводил, буран не двигался. Вот какой лед. Когда ехал в лес, поднимался с дома, была сырая погода, и оказывается набивало все, и как стекло, льдины такие. И начинаю газ даю, и буран стоит на месте. Хорошо, что почистил там под гусеницами. Если не чистить, может цепь порвать или еще какую-нибудь поломку сделать. Лучше, прежде чем двигаться, надо, если буран не может двинуться, значит что-то там, какой-то лед получилось между гусеницами. Лучше сразу убрать. Вот тут беседка, как можно здесь летом обычно я тут, когда на рыбалке, посидеть там, если комаров нету. В принципе, если с друзьями сейчас можно, то толку на улице. Не романтик, только летом. Завтра посмотрим, куда, что. Как-то в лесу сейчас пусто. Ветер утихает. Может, снегопад будет. Утром немножко. Сегодня днем был ветер. Минус 17, наверное, с утра было. Сейчас минус 4. Ну вот по градуснику минус 4, но все равно чуть-чуть, как будто ощущение другое, температура минус 7, 8. Так кажется. Ну вот. Вот и день прошел. Еще здесь работы. Ой, как много. Полуфабрикат.